из будущей жизни всю палитру умений своих приготовь. И твоим мастерством возгордится отчизна. Совершенствуй искусство свое вновь и вновь. Возьми над своей жизнью Обязательства сегодня делать лучше, чем вчера. ведь сильный побеждает обстоятельства, А значит, быть сильней уже пора. Мы сегодня подвели итоги 80-летия системы профессионально-технического образования, на самом деле в нашей стране, но это 80 лет истории тоже нашей республики. Система подготовки кадров, рабочих, специалистов среднего звена в нашей республике, она тоже особенная. Я говорил о том, что 80 лет романтики, 80 лет мудрости, 80 лет любви к профессии, к делу. Это все-таки большой вклад наших специалистов. За 80 лет уникальный опыт подготовки специалистов, которые работают в условиях севера, Арктики. Это тоже большая школа. Мы сегодня имеем систему подготовки кадров, современным оборудованием. Много меняется. В прошлом году, конечно, все наши мероприятия были немножко ограничены. Мы провели виртуальные экскурсии, мы провели встречи с нашими ветеранами, вспомнили о наших колледжах, о наших выпускниках, о наших победах. Мы в прошлом году возводили флаг 80-летия системы профессионально-технического образования на Ленинском площади. Основное то, что мне запомнилось, это, как всегда, наша сплоченность. Сплоченность всех работников системы профессионального образования, всех выпускников системы профессионального образования. Это очень уникально. Мы отличаемся этим от других уровней образования, конечно. Я хочу сегодня поблагодарить наших ветеранов, которые создали вот эту экспозицию. Они собирали буквально по всем нашим учреждениям. Они занимались не один год. Это результат многолетней общей работы. Сегодня хочу пожелать моим коллегам не останавливаться на достигнутом, потому что действительно время меняется, технологии поменялись, мир меняется. Мы становимся большой одной глобальной семьей. Поэтому технологии подготовки специалистов, оборудование, оно должно меняться вовремя. В том числе мы должны заниматься формированием нового типа специалиста, способного конкурировать на очень глобальном уровне. Мы сегодня специально выбрали эту дату, 25 января, День студента. У нас огромная армия студентов. Вообще в республике у нас студентов больше 40 тысяч. В системе среднего профессионального образования 22 тысячи студентов обучается. Пользуясь случаем, поздравляю всех наших студентов. Желаю студентам больше смелых, решительных шагов вперед. Вы ничего не бойтесь, потому что многое у вас впереди. Вы постарайтесь, пожалуйста, познать мудрость наших ветеранов. Вы постарайтесь, пожалуйста, научиться делать очень хорошие вещи и работать на развитие нашей республики. От качества образования, от уровня вашего профессионализма зависит будущее нашей республики, будущее наших сел, и будущее наших родителей и всего общества. Ну, сегодняшнее мероприятие – это как бы завершающее мероприятие. 2020 год был у нас в системе профессионального образования посвящен 80-летию профессионально-технического образования во всей Российской Федерации, да, и Республика Саха-Якутия тоже в этом
активно участвовала. И вот сегодня завершающий этап тех мероприятий, и мы открываем виртуальную выставку в музее «Россия. Моя история». Всех желающих, кто как-то связан с профессиональным образованием, всех приглашаем посетить данную выставку. Данная выставка, напоминаю, будет работать в течение 1 месяца, в течение февраля. Расскажите, пожалуйста, о мероприятиях, которые отличились в этом году в честь 80-летия ПТО. В честь 80-летия ПТО была отдельная программа, отдельные мероприятия, в том числе федеральные мероприятия были. Там участвовали в конкурсе арт-объектов, там студент года был и много других мероприятий. Очень серьезное было освещение в средствах массовой информации. Были свои республиканские мероприятия, 80 добрых дел, эстафета. И плюс еще были мероприятия, связанные именно с проведением мероприятий, 80 золотых уроков, так называемые. Все это можете посмотреть на сайте 80 лет СПО. Там сконцентрированы все мероприятия, которые в рамках этого проводились. И чем, может быть, отличаются студенты СПО именно Якутии от других студентов, которые обучаются по всей России? Студенты Якутии, наверное, не сильно отличаются от всех студентов, потому что программы в основном одинаковые, но у нас на сегодняшний день в целом система республики готовит кадры практически для всех отраслей производства, начиная от геологов, от добычи полезных ископаемых, до айтишников. В последнее время IT-направление, естественно, очень сильно развивается. В этом направлении наши колледжи как минимум не отстают от среднестатистических по России. Иногда даже лучше. Это по результатам мероприятий, соревнований, например, WorldSkills и так далее. Главные успехи – это я стала лауреатом 1 степени в конкурсе «Студент года» номинации «Творческая личность». Поздравляю всех с Днем студента и желаю всем творческого успеха, крепкого здоровья и участвуйте везде, будьте активными. По распоряжению Российского союза молодежи Павла Краснорусского действования 11 наших лучших студентов, которые войдут в ряды Российского союза молодежи, и на основании наших членских билетов кто сегодня получит эти билеты, смогут в дальнейшем участвовать в грантовых проектах уже по иным критериям. Участие в социально значимых мероприятиях Министерства образования и науки Рисову Денису Александровичу, студенту транспортного техникума имени Романа Ивановича Бугуевой Аните Николаевне, студентке Бедяевой Ире Николаевне, студентке Якутсу Иннокентию Иннокентьевичу, студенту Якутского медицинского колледжа, студенту Покровского колледжа. Ивановой Юлии Ивановне, студентам. Одинцову Ивану и Наталье Посельских. Для посвящения и вступления в ряды общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» приглашаются Бокша Ростислав Алексеевич, Сидоров Денис Александрович, Бугакин Дмитрий Алексеевич, Бугуева Анита Николаевна, Бютяева Кира Николаевна, Николаев Иннокентий Иннокентьевич,
Кузьмин Данил Анатольевич. Иванова Юлия Ивановна. И Одинцов Иван Васильевич. Уважаемые студенты, хотелось бы от имени нашего центра и Республиканского волонтерского корпуса общероссийской акции «Мы вместе» поздравить вас всех с Днем студента. Большинство из вас помогали в этой акции, помогли себя, то что вы очень талантливые и добрые люди. И, конечно же, вот то, что сказал Алексей Павлович, мы провели на прошлой неделе двухдневный турнир республиканский, приняло более 40 команд. Это получается 350 человек, да, более 350 человек. И получается в финал прошли 10 команд, и из них сегодня находятся 3 команды победителя. Первое, второе, третье место занявшие команды. И сегодня они результаты уже не знают, да? И вот сегодня вы узнаете, кто же стал дипломантами, да, третьего места. Дипломом третьего места в республиканской интеллектуально-образовательной игре «Мини-квиз» занимает команда Якутского сельскохозяйственного техникума. Поздравляем, молодцы! И мы вручаем вам тоже вот такой приз. Итак, дипломом второго места награждается команда Якутского медицинского колледжа. Команда «Чёрные». И дипломом первого места в нашем республиканской интеллектуально-образовательной игре награждается команда Якутской балетной школы. Сегодня было 80 лет СПО. Я очень рад здесь присутствовать и желаю, чтобы все студенты добились таких же больших успехов. На самом деле это очень ответственно, потому что им может стать каждый, я даже немного удивлен. Но в любом случае это дает стимул идти дальше, продвигаться. Это как, ну, сказать, как высшее образование, но внутри тебя ты знаешь и чувствуешь себя увереннее, вот так вот. Ну, я участвовал везде, где можно, и не имея места, но я всегда был активным и работал над собой. Вот добился этого и очень доволен этим. Я тоже желаю всем студентам, чтобы они не ленились и работали над собой, и вовремя закрывали свои сети, и все. Желаю удачи всем. Да, я был участником волонтерства. Я помогал как медик, получается, сестринское дело. И я очень рад за такое участие в таком мероприятии. Ну, конечно, 80 лет профессионально-техническому образованию в нашей стране – это такая дата с энергией. Очень много поколений жителей нашей республики выбрали в свое время профессии, рабочие специальности, получили образование и нашли свое применение в жизни. 2020-2021 учебный год он стартовал тем, что в преддверии группа представителей наших колледжей, техникумов, лицеев во главе с министром Михаилом Петровичем Сивцевым, они побывали на Ленинских столбах, зарядились энергией на этот юбилейный год. И, конечно, мы с вами сейчас встречаем этот юбилей радостно, потому что практически 5-6 лет подряд у нас есть серьезный прирост количества обучающихся студентов, у нас есть очень серьезное обновление материально-технической базы, 10-15 новых мастерских каждый год. Это очень хорошие темпы, которые, наверное, были только в 60-е годы, когда только-только шло становление, и тогда государство действительно выделило очень много ресурсов, потому что в разных уголках нашей республики появились колледжи и техникумы. Сейчас все это нужно обновлять,
Мы рады, что наша система профессионального образования нашей республики, она необычная. У нас единственный регион, в котором есть малокомплектные профессиональные образовательные организации на северах. Это Жиганск, это Тикси, это Верхоянск, это, конечно же, Арктический колледж народов Севера. Уникальное учреждение, которое само вырабатывает стандарты, как готовить специалистов по обработке рыбы, либо по работе с оленями. У нас с вами есть уникальный, например, Жатайский техникум, расположен недалеко от города Якутска, в котором наряду с судостроителями и все, что связано с подготовкой речников, например, очень хорошая программа подготовки по медицинскому массажу для людей с ограниченными возможностями здоровья, по зрению, очень хорошая, серьезная подготовка, себя зарекомендовавшая. Ну и, конечно, очень сильные, крупные учреждения не только в промышленных районах, это Алдан, это Нерюнгри, это Мирный, это, конечно, мы надеемся, оживает Ленск с точки зрения профессионального образования, но и крупные учреждения, которые появились в последние годы: Хандега, горно-геологический техникум, транспортный техникум в Нижнем Пестяхе, Светлый и многие другие. Желаю всем успеха и надеюсь, что 25 тысяч ребят, которые сейчас обучаются по основным образовательным программам, как мы говорим в системе образования, к ним присоединятся не меньше людей, которые будут дополнительные компетенции получать. Потому что сейчас мы перешли на принципы образования через всю жизнь, и хорошо, что есть возможности для этого. Поэтому с праздником, с юбилеем, и готовимся к лету, к новым абитуриентам, которые к нам придут. Спасибо. Наше учреждение создано было в прошлом году. Были объединены 3 многопрофильных лицея, находящихся в арктической зоне Республики Саха-Якутия. Это Жиганский лицей, Верхоянский и лицей Тикси. Но мы готовим рабочие кадры, и, например, мы готовим гидрометнаблюдателей, сварщиков, электриков, мастеров на открытых горных работах, портных и так далее, и так далее. Вот машинистов ДВС, операторов котельных. Ну вот востребованные профессии, которые нам нужны сегодня для Арктики, для развития Арктики. Для повышения качества наших лицеев, качества образования наших лицеев, для того, чтобы мы стали конкурентоспособнее, чтобы у нас увеличилось количество студентов и программ, которые мы реализуем. На сегодняшний день мы реализуем 28 программ по подготовке рабочих кадров. Наш центр получил благодарственное письмо. Мы по итогам 2020 года вошли в топ-10 учреждений по вовлеченности, то есть по участию в мероприятиях, которые проводились на уровне республики, на уровне районов, на уровне учреждений. Конечно, очень отрадно было увидеть знакомых директоров, воочию, не онлайн, как обычно мы в течение года встречались, очень много общения, что, конечно же, очень отрадно, и, конечно же, получение благодарности, это работа, соответственно, моих работников, которые у меня работают в отдаленных районах республики, и оценка их работ. Я им за это очень благодарна. И в целом мероприятие можно разделить на 3 части. Первое – это всероссийские мероприятия и организации информационной кампании. Второе – это организация и проведение республиканских мероприятий. И третье – проведение мероприятий профессиональных образовательных организаций. Первый раздел – это всероссийские мероприятия. Были утверждены атрибутика, в целом единая по всей России, на 80-летие профтехобразования, освещение в СМИ и так далее. В связи с этим были сняты имиджевые видеоматериалы, мероприятия с флагом ПТО, мы возводили этот флаг на ленские столбы и много других мероприятий. В рамках празднования 80-летия системы профессионального образования Министерство просвещения Российской Федерации отметил юбилейным памятным знаком 13 заслуженных работников профтехобразования Республики Саха-Якутия. Это
Харитонов Платон Иванович, Бойко Сергей Юрьевич, Васильев Виктор Иванович, Винокурова Ксения Егоровна, Голина Ирина Трифоновна, Заморщиков Иннокентий Петрович, Константинова Мария Петровна, Ноева Аграфена Васильевна, Попова Валентина Гавриловна, Третьяков Владимир Гаврилович, Федоров Юрий Федорович, Хаметов Валерий Рустамович, Ядреева Галина Васильевна. Так. И далее был всероссийский конкурс на лучший арт-объект. Участвовала от республики 3 колледжа, это транспортный техникум, Якутский индустриальный педагогический колледж, Якутский колледж технологий и дизайна. И стоит отметить, что студенты транспортного техникума стали победителями в номинации «Команда» в составе не более 5 человек. Это по всероссийским мероприятиям. Второй раздел – это организация и проведение республиканских мероприятий. Был учрежден праздничный нагрудный знак к 80-летию профессионального образования Республики Саха-Якутия. И были награждены работники ветераны образовательной организации. Знак был изготовлен Якутским колледжем технологий и дизайна в количестве 80 штук в соответствии с юбилейной датой. Был создан сайт 80 лет СПО. На данном сайте все мероприятия были сконцентрированы, и там и далее этот сайт будет работать. И планируется, что будет использоваться. В этом году состоялись открытия Центра опережающей профессиональной подготовки мастерских в Покровском колледже, в индустриальном педагогическом колледже и в Якутском колледже связи и энергетики имени Пушкина. Также 2 октября, в день системы профтехобразования, было организовано торжественное собрание, посвященное данной дате. В рамках мероприятий, посвященных 80-летию системы, были утверждены 80 именных стипендий, которые были вручены лучшим студентам, участникам студента года регионального, всероссийского этапа, в количестве тоже 80 человек. Среди них Мушаков Богдан Алексеевич, председатель Совета студентов, Словацкий Август Прокопьевич, председатель Совета студентов Якутского медколледжа, Зотова Сардана Валентиновна, староста года Якутский медицинский колледж. Анисия Бак, студентка первого курса балетной школы, которая еще стала лауреатом в номинации «Творческая личность» в конкурсе «Студент года». Бокша Ростислав, студент Якутского коммунально-строительного техникума, второй призер конкурса, был издан юбилейный выпуск научно-методического журнала «Профессиональное образование Якутии». Была организована научно-практическая конференция «Шаг в будущую профессию», тоже посвященная данной дате. И кульминационное мероприятие – это открытие вот этой выставки, в музее «Россия. Моя история». Этот проект, как уже отмечал Дмитрий Юрьевич, начинался в 2018 году. Основную работу делали Галина Максимовна Мечковская и Нина Ильинична Камбурова. Это наши ветераны. Сейчас перед нашими глазами визуализировано все, можно потрогать. И основная экспозиция – это 9 отрезков, начиная с конца 19 века и по нынешнее время. Можете потом после мероприятия пройтись по каждой дате и посмотреть. Многие, думаю, даже себя там могут. Третий раздел – это профессионально-образовательные организации. Очень много тоже мероприятий было. Это 80 золотых уроков, 80 добрых дел. Но добрых дел у нас получилось намного больше 80. Мы насчитали больше 250, где принимали участие 34 профессиональные образовательные организации. Также 34 онлайн-концерта было организовано. Проведена юбилейная эстафета, где в сумме мы пробежали все 80
перевода через экран монитора, телефона, очень приятно. Так, тоже хочу вас всех поздравить с 20-летием системы профессионального технического образования. За 80 лет система образования прошла непростой путь. Это первый стали полностью перестроить. За эти годы учреждения профобразования подготовили для различных отраслей экономики миллионы квалифицированных кадров. И сейчас именно благодаря системе профобразования у молодежи просыпается интерес к реальным практическим знаниям и наукам, которые необходимы в жизни и профессиональной деятельности. Система профессионального образования часто называют отраслью рабочих кадров. Будет жить человеческой судьбой. Она кована, продолжает ковать смену за сменой новые и новые резервы славного рабочего класса. Так наш техникум со дня своего образования до сегодняшнего дня дал путевку профессии 8120 выпускникам, которые сейчас трудятся в различных уголках нашей необъятной родины. Взять лучшее, что было в системе прежние годы, опираясь на традиции и преемственность, наш техникум сегодня шагает новым современным, используя современные образовательные технологии, активно занимается развитием материальной базы, укрепляет связь производством, что позволяет готовить специалистов, востребованных на рынке труда. Юбилейные мероприятия, посвященные 23-летию ПТО Ивановской техники, начались в феврале 2020 года с организацией декады педагогов высшей квалификационной категории. В рамках декады были проведены открытые уроки, мероприятия преподавателям, мастерам техникума, сервис передачи педагогического опыта молодым коллегам и участвовали в отношении профобразования. В сентябре работники техникума приняли активное участие в юбилейной развитии, посвященной профобразованию профобразования, пробежав 2300 метров юбилейным флагом на берегу нашего красавицы Киева. 19 октября 2020 года организован онлайн-концерт работников и студентов техникума, посвященный 80-летию профобразования. Большая работа в рамках юбилейного мероприятия была проведена ветеранами техникума. 15 октября в русской газете «Экселе» под номером 42 вышла статья библиотека Бабаева про антропологию профессионального образования на Украине. Ветеранам техникума, посвященным профобразования и международным пожилым. В октябре техникум принял активное участие в международном челлендже «Твори добро» и подарил 5 ветеранам техникума бесплатную подписку на одно полугодие 2021 года в русской газете «Экселе». В ноябре месяце была организована цикл встреч ветеранами техникума со студентами, беседы проводили на платформе. Так студенты прослушали воспоминания ветеранов Алексея Тамара Петровны, Баишева Евгения Евгеньевича, Волкова и Егора Егоровича об истории нашего учебного заведения и годах работы с техниками. В этом году начата работа по сбору материалов книги памяти заслуженного учителя Российской Федерации, почетного работника начального профессионального образования Российской Федерации, отличника образования Республики Саха-Якутия, обладателя гранта президента Республики Саха-Якутия, преподавателя профессионального цикла по профессии сварщик Христофорова Любовь Михайловна. По линии первичного профессионального организации техникума была организована 2 больших мероприятия, посвященные юбилейному году. Это подготовительная акция «Золотой урожай», в рамках которой работники техникума собрали и вручили ветеранам помощи для подготовки своего огорода. Также в связи с юбилейным годом профком администрации техникума подарили 27 ветеранам праздничные продуктовые наборы на новогодним столом. Студенты и работники техникума приняли самое активное участие в акции 80 добрых дел, которая проводилась в сентябре по декабрь 2020 года. Назовут самые большие акции мероприятия: акции «Чистый берег», «Очистка берега реки Озера», акции «Неделя добра», помощь инвалидам и одиноким пенсионерам, больных студентов, благотворительная акция «Подарок бабушкам и дедушкам пожилых», станд добрых дел, акция «Тепло рук», теплых вещей, газовых варежек, носков, шарфиков, платков, для дома интернат представленных инвалидов с балансом. Акция «Открытое сердце», помощь англичанам по хозяйству, строительству, благоустройству. Акция «Новый птиц», изготовление скворечников, промышленных птиц. Акция «Спешить делать добро», оказание адреса целевой помощи людям в трудовой ситуации. Акция «Мы вместе», помощь волонтерским отрядам людям, находящимся на
месяца проведено 83 мероприятия, отмечено 354 получателей, охвачено 277, то есть 100% студентов и 68 работников, то есть 80% от общего количества работников. Да? В итоге своего выступления хотел бы сказать спасибо всем работникам, ветеранам профессионального образования, за ваш благородный созидательный труд, неравнодушие и преданность своему делу. Желаю педагогам и мастерам здоровья, энергии и новых профессиональных достижений. А студентам успехов в учебе, ярких открытий и творческих возвращений. Спасибо за внимание. Спасибо. Дальше, коллеги, будет подключение Слава Ильич. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Уважаемые коллеги, руководители, приглашенные. Я, наверное, тогда вводную часть пропущу, чтобы сберечь наше время, и коллеги тоже проводили. Значит, я понимаю, что более 2000 мероприятий вообще в стране разных проводилось. Что-то мы сделали так же, как это из стране, что-то мы сделали несколько по-другому. В общем, в общей сложности мы, например, задействовали 800 человек. Если считать все, то примерно, наверное, прошло. Важно учесть, что 80-летие системы ПТУ совпало с 65-летием юбилейного года со дня основания нашего учреждения. Поэтому мы тоже запланировали некоторые мероприятия, и некоторые совместили в очередь. Также в рамках акции 80 добрых дел, посвященной 80-летию системы образования, массово прошли такие акции, как мы с вами, мы пришли к нашим ветеранам, мы принесли им те наши изделия, которые делают наши столы, на которые мы очень соскучились, они очень обрадовались. Повторно мы приходили с поздравлением к Новому году и принесли орбидол и витамины вместе с нашими поздравлениями, чтобы поддержать их на фоне, значит, коронавирусной инфекции. Кроме того, мы еще также осенью нашим ветеранам помогли по уборке урожая, то есть наши урожаи помогли собирать картошку и другие сельхозкультуры. Ну и, соответственно, конечно, мы приняли участие, как и все, в 80-километровом курсе юбилейном. Наши студенты тоже приняли в нем участие. На нашей территории, на своей, мы силами студентов провели работу по благоустройству территории. Мы расширили спортивную площадку, установили ограждения и спортивное оборудование для занятия руками. Надеемся, что тоже с весной, наверное, мы эти фотографии этих ребят, например, разместим, кто работал над этим направлением. Также наши студенты-медики такую провели инициативу, акцию «Спаси жизнь». Это наши собрались коллеги, сдавали эти коллеги, студенты, сдавали кровь тяжело больному с диагнозом лейкоз. Ну и педагогические студенческие коллективы техникум активно приняли участие в акции поздравления с 80-летием и в онлайн-концерте. Ну, важно отметить, наверное, достижения, которые мы считаем хорошими по национальной премии «Студент года». У нас, значит, был гран-при спортсмен года 2020 года, студент третьего курса Виктор Пенин, а также лауреаты первой степени, номинации на пророческое мнение, лауреаты второй степени, по 3 номинациям на пророческое мнение, лауреаты второй степени, по 3 номинациям староста года, профессионал года, студенческого года, дипломат третьей степени, номинация творческая личность. В целях оказания помощи нашему коллективу, даже, а также нашим ветеранам и пожилым плюс 65, наши студенты сделали акцию «Стоп инфекция», то есть шили одноразовые маски, обеспечили, собственно говоря, некоторые свои потребности, многоразовые маски, не одноразовые, и поделились своими масками тоже с обществом слепых города Иркутска. Также приняли участие в фестивале народного творчества «Целой Победы», который организовывал городской округ Жатай, где заняли первое место, техникум награжден почетной грамотой. Также мы в рамках данных мероприятий провели фотоконкурс «Жизнь без барьеров».
некоммерческая организация «Медики Молодой Импульс». И вот ими были собраны игрушки, предметы для досуга, детского творчества для маленьких пациентов, которые находятся на долгосрочном лечении в отделении гематологии Национального центра медицины. Так вот, эта акция «Коробка храбрости» собрала 680 единиц игрушек, конструкторы, пазлы, карандаши, краски, фломастеры, пластилин, кубики. Почти 500 человек пришло, что приняли участие в пожертвовании. Конечно, там получили очень хорошую пользу. Эти же добровольцы-медики, которые у нас вот, теперь сформировались в НКО, они, в принципе, свою работу начали еще с 6 апреля, и вот к итогу года получили благодарственное письмо правительства республики, памятные подарки, те участие по сестринскому делу. А также они были отмечены на общероссийской акции за рабочее место, учрежденной президентом России Владимиром Путиным, отмечен специальным днем. Кроме того, был проведен объявление онлайн-конкурс за жизненную звезду, там студенты первых-вторых курсов такие художественной самодеятельности были выявлены талантливая молодежь, пропагандировали национальное музыкальное искусство, консолидировали тех ребят, которые к нам пришли, там 11 групп, 4 новичков, 388 студентов, общее множество приняли участие. Ну а также провели онлайн-конкурс «Старт в профессию». По итогам всероссийского локального конкурса «Голоса России» тоже получились неплохие результаты, лауреаты второй степени, третьей степени, и в том числе был еще лауреат второй степени, и руководители, и участники студентов. По итогам акции «Прикоснись к прекрасному» это мы провели выставку творческих работ студентов с ограниченными возможностями здоровья инвалидов, их работ, создали видеоролик, пополнили медиатехнику. Информационное освещение юбилейных мероприятий обеспечило средства массовой информации, в том числе в газетах «Якутия», «СР», «Ленский колледж», «Детский вестник», в социальных сетях, «Россия», «Инстаграм», на сайтах наших и ЖК. Ну, благодаря, в принципе, усилиям педагогов, производственного обучения, все-таки отрасль приобретает квалифицированных рабочих специальностям. И, конечно, с юбилеем были отмечены наши сотрудники, наши коллеги высокими званиями и наградами. У меня все, спасибо. Спасибо, поблагодарим также за тайский технику. Очередная страничка, их вклад в общий юбилей и то, что войдет в историю. Ну что, остается всего несколько шагов, несколько минут до того, как будет общее фотографирование на фоне 80 лет профессионального технического образования. И важный шаг я сейчас приглашаю сделать, обратиться к нам министра образования Михаила Петровича Сивцева. Пожалуйста. Добрый день, дорогие мои коллеги, уважаемые наши ветераны. На самом деле я очень рад всех видеть в этом зале. Действительно, не в режиме ВКС, как говорили у нас на латыни, «Темпорис мутантор, этнос мутантор ингудис», то есть времена меняются, мы меняемся, но вы не меняетесь, все такие же бодрые, не изменились совсем многие. Это радует. Юбилейный год прошел в непростых условиях. Это связано действительно с пандемией, коронавирусной инфекцией. Все мы столкнулись с этой сложной задачей. Но, тем не менее, из докладов следует, что наши мероприятия, наши планы реализованы полностью. Мы, конечно, о наших задачах на следующий год и на предстоящий период поговорим на январском совещании. Я всех вас приглашаю принять участие, послушать выступления наших коллег. Сегодня я буду краток. Хочу поблагодарить вас за ту активную работу в рамках юбилейных мероприятий. 80-летие – это история, это традиции, это опыт, это мудрость, это любовь к делу, к профессии. И мы должны все это дело сохранить. Нам необходимо обеспечить преемственность нашей системы подготовки высококвалифицированных рабочих, кадров и специалистов-исследователей. Конечно, задачи были другие, когда создавались производства, когда строились новые населенные пункты, возводились города. Сегодня мы живем в современном мире, сегодня технологии меняются,
под давлением этих колоссальных изменений, конечно, требования меняются и современных специалистов. Нам, уважаемые коллеги, необходимо определиться с нашими приоритетами вместе на следующий год, на этот год, 21 и на предстоящий период. Это, считаю, важнейшей задачей 2021 года. Да, действительно, у нас создаются современные мастерские. В этом году мы создадим 28 таких мастерских. Мы создаем новые условия для наших студентов. Но, тем не менее, это не все. У нас меняется тип мышления. Мы живем в большом глобальном мире, как одна большая семья. Поэтому нужно особое внимание также обратить к вопросам воспитания современного человека. Все это комплекс задач, которые, я очень надеюсь, мы будем решать вместе. Уважаемые коллеги, сегодня, завершая этот юбилейный год, у меня есть такая приятная миссия наградить наших коллег в этом зале в присутствии вас. Начинается церемония награждения. За заслуги в области социально-экономического развития республики грамотой правительства Республики Саха-Якутия награждается Троева Гаврилевна, лекция финансово-экономического колледжа имени Ивана Ивановича Матейко.
Но в нашей работе всегда главную роль занимают ветераны. Мы к вам прислушиваемся, ваши напутствия, ваши пожелания, и вы дальше вместе с нами двигаете историю нашей системы национального образования. Нина Ильинична Холмогорова, председатель Совета ветеранов системы национального образования Попросили, я хочу немножко остановиться на нашей общественной организации. Вот наши общественные организации состоят всего 446 человек, это по всей республике. Из них один участник Великой Отечественной войны. Это Харитонов Платон Иванович. Вы его все знаете. Нет ни одного учебного заведения, которое бы, наверное, ветераны войны не знали. А также 23 ветерана тыла Великой Отечественной войны, 32 дитя войны. Вот. В самом Совете общественной организации у нас один человек. Вот. Первый председатель общественной организации ветеранов, когда называлась начального профессионального образования, была Голина Ирина Трифоновна. Далее, после нее стала Ядреева Галина Васильевна. А вот с 2012 года работаю я, Холмогорова не нужно. И вот получается, что я связана, вся моя жизнь связана с профтехобразованием уже почти более 40 лет. Поэтому, конечно, многое прошло из истории профтехобразования прошло на моем веку, и поэтому про профтехобразование, конечно, знаю очень даже хорошо, и наш совет очень, конечно, сделал посильную помощь Галине Максимовне Дичковской, когда она вот составляла вот эти все материалы для вот этого музея нашего. Думал, когда мы увидим этот наш материал 3 года тому назад подготовленный, но наконец-то мы вот увидели, посмотрим. Вот. Наш совет ветеранов в своей работе в основном руководствуется решениями задач, стоящих перед системой профессионального образования, и относит, и все, как говорится, в основном все по подготовке квалифицированных кадров. Наши ветераны помогают молодым преподавателям, мастерам производственного обучения и делятся, конечно, своим опытом в обучении квалифицированных кадров. Совет помогает организовать санаторный отдых ветеранов в Бещерде, город Москва, Сосновый Двор, город Якутск, через Леском профсоюза работников просвещения организует поощрение ко дню учителя. Но это стало возможно тогда, когда вот нас соединили вместе, наш совет соединили вместе с Советом ветеранов Министерства нашего вот именно образования. И мы с ними крепко под их руководством тоже работаем. Так что это у нас связь хорошая и с министрами, и с нашими директорами. Вот, думаю, многое мы можем достичь в этой работе общественной. Но самое главное, я вот сейчас хочу остановиться, да, что с 2016 года Совет работает по оформлению сквера ветеранов среднего профессионального образования на перекрестке улица Халтурина и улица Строителей. Это, ну, точно адрес, это улица Строителей 8, это возле колледжа инфраструктурных технологий СТВФУ. В сквере оформлены клумбы, посажены деревья, кустарники, и даже в этом году мы посадили десяток яблок. Установлены спортивные снаряды, вазоны для цветов, скамейки, выложены тротуарные дорожки, засыпаны корой и песком заволоченный овраг. Вы все это знаете, потому что сами принимали непосредственное участие по работе в сквере.
дальнейшем сквере планируется установка мемориального стенда. Построена должна быть беседка и другие работы. В ландшафтном дизайне внедряется такой, как говорится, инновационный шаг технологии, как внедрение натуральной древесной коры при оформлении клумб. Она такая цветная и как-то более хорошо, четко украшает наши дорожки и клумбы. Вот. А Якутский колледж дизайна и технологий помогает нам в этом, потому что у них как раз до весны, вот эта пандемия, конечно, здорово помешала, вот до весны должен пройти конкурс по проекту мемориального вот этого нашего стенда с помощью преподавателей и студентов. Так что работа тоже такая идет в этом плане. Но в нашей работе, конечно, очень большая есть трудность. Это отсутствие финансовых вложений. И вот все мероприятия, которые мы проводим, требуют, конечно, денежных вложений, которых у нас нет. Вот. Ну, я надеюсь, при помощи наших учебных заведений, при помощи министерства, как мы будем выходить из этого трудного положения. Конечно, большое искреннее спасибо всем учебным заведениям профессионального образования за их помощь в оформлении сквера, за их отклик и участие в других ветеранских делах. Что мы, конечно, делали бы без наших директоров, которые всегда откликаются, попросить хоть машину, хоть землю привезти, хоть, как говорится, посадки, кустарники. Это все делается при помощи наших учебных заведений, при помощи наших учащихся студентов. Нынче, конечно, было трудно с этой пандемией, но ничего, вышли из положения. Сами мастера, преподаватели выходили работать в сквер. Ну вот, дорогие мои коллеги, поздравляю я вас с этой хорошей такой знаменательной датой, которую мы отметили. Это 80-летие системы профтехобразования. Вот. И меня очень радует то, что наша система профтехобразования является очень нужной для нашей страны, потому что понято, что без квалифицированных кадров наша страна никуда вперед не пойдет. И очень это радует, что наши учащиеся, студенты занимают призовые места в международных конкурсах. Это очень говорит о том, что мы стоим на правильном пути, о том, что наши преподаватели, наши директора выполняют задачу, поставленную нашей страной, правильно, четко и, как говорится, на высоте. Желаю дальнейших успехов, также дерзать, также искренне любить свою систему и также работать на благо нашей образования и нашей страны. Завершающий еще один шаг финальной стадии. Я прошу несколько слов сказать также ветераны нашей системы профессионального образования нашей республики, Галину Ничковскую, с которой мы 3 года тому назад начинали сбор материала для исторического парка «Россия. Моя история». Теперь это пригодилось нам с вами всем вместе для обобщения нашего опыта, нашей истории, для подведения нашего юбилея. И сейчас вот Петр Петрович сказал, что у него еще дальше есть направление мысли, и я ему подсказываю с другой стороны, что прекрасные архивы есть, не оцифрованные, которые находятся в учреждениях непосредственно. Вот того же Рустама Михайловича я каждый раз, когда бываю, редко бывает, но это прекрасный архив, где за каждый учебный год, который работает у нас с вами на технику, полная фотография всех сотрудников. Это делал один энтузиаст, и благодаря этому энтузиазму вся история в лицах есть, например, это учреждение. Я думаю, что это тоже заслуживает оцифровки и нашего с вами внимания. Пожалуйста, вам слово. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, как приятно провести вот именно время сегодня с 4 до 5 в вашем обществе, в день празднования подведения итогов 80-летия системы профтехобразования.
профессионального образования, вот она всегда, мы прошли, например, начали работать где-то 80-е годы и работали почти, можно сказать, до последнего времени. Она в сердце каждого профтеховца. Где бы он ни работал, какую бы должность он ни занимал. Мы все вместе, все рядом делали трудное, но полезное дело. Большое видится на расстоянии. И вот когда с высоты уже прожитых лет смотришь назад, оглядываешься, ты видишь, какие изменения произошли. Я всегда обычно наблюдаю, как работает наше министерство. Молодые профессионалы досконально. Какое образовательное учреждение победило, кто что, снимки, фотографии, конкурсы, шаг в будущую профессию и так далее. Например, мой внук первые места в республике занимает по электротехнике, 9-классник. Начиная с 6 класса он ходит на кружок электротехники. Призер даже ездит в Москву. То есть он продолжает наше дело работников профтехобразования. И вот особенно в 2018 году, когда под руководством Михаила Юрьевича Присяжного Совет ветеранов, Совету ветеранов было поручено именно собрать материал по истории профтехобразования Якутии. И мы все собрались, никто не отказывался, институт, работники информатики помогали. Это была очень большая работа. 3 месяца мы работали, не покладая рук, без суббот, без воскресенья. Главное, чтобы закончить и отчитаться об этом. И вот когда с головой окунаешься в этот архив, ты видишь в самом начале, когда Брызгалов Роман Иванович стал в 1964 году, был назначен руководителем управления профтехобразования, когда уже от Иркутской области отделились, всего 10 маленьких таких училищ, почти без материальной базы были, Роман Иванович говорит, я всегда прямо содрогаюсь, когда читаю архивный материал. Он говорит, я захожу, и стоит стол и 2 табуретки в маленьком кабинете. И я должен создать систему профессионально-технического образования. Вот так начинали люди работать. А в 30-е годы, когда Аюнский и Ажаков, они создали школу механизаторов, это ЕИПК, Якутский индустриально-педагогический колледж, это такая история богатая у этого колледжа. И представьте, в одной комнате спали, ели и учились. И тем не менее, в 40-е годы они воспитали, подготовили такие кадры трактористов, которые под огнем в годы войны за несколько минут ремонтировали танки и тут же шли в бой. Я удивляюсь всегда. Бой идет, а он ремонтирует танки, танк должен идти в бой. Это выпускники нашей школы механизаторов ЕИПК. И когда вот создаешь материал, например, собираешь материал, я увидела, что очень многие наши работники, мы раньше работали, как-то я не обращала внимания, а когда я начала, уже вошла в этот материал, я увидела, что наши ветераны, которые собирали материал, не только свои воспоминания, они собирали материал, обобщали педагогический опыт, передовой опыт. И это бесценные воспоминания, бесценные книги. Поэтому вот сейчас молодежь, которая сегодня получала награды и так далее, в каждом училище директора, никакой материал не выбрасывайте. Это потом, через 20-30 лет, это архивный материал, исторический материал. И вот наши, например, это ветераны, которые писали, это Брызгалов Роман Иванович, очень хорошие воспоминания, Болина Ирина Трифоновна, Заборчаков Иннокентий Петрович, Федоров Юрий Федорович, Нестерова Алевтина Афанасьевна и Лаврентьева Валентина Прокопьевна. Это люди, которые очень много собрали. Эти люди
благополучие и, главное, оптимизм. Наше время. Спасибо. Спасибо. Итак, завершающий шаг. Создавая эскиз будущей жизни, всю палитру умений своих приготовь. И твоим мастерством возгордится отчизна. Совершенствуй искусство свое вновь и вновь. Возьми над своей жизнью обязательства сегодня делать лучше, чем вчера. Ведь сильный побеждает обстоятельства, а значит, быть сильней уже пора. Чтобы мастером стать, погружайся в науку, лучший опыт найди, изучи ремесло. Невозможного нет, протяни только руку и возьми инструмент, чтоб посеять добро. Возьми над своей жизнью обязательства сегодня делать лучше, чем вчера. Ведь сильный побеждает обстоятельства, а значит, быть сильней уже пора. Для любых достижений, став реальные цели, все как в спорте порой, начинаешь с нулей. В каждый день добавляй олимпийских стремлений, и тогда превзойдешь даже учителей. Возьми над своей жизнью обязательства сегодня делать лучше, чем вчера. Ведь сильный побеждает обстоятельства, а значит, быть сильней уже пора. Возьми над своей жизнью обязательства сегодня делать лучше, чем вчера. Ведь сильный побеждает обстоятельства, а значит, быть сильней уже пора. Ведь сильный побеждает